Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. В начале выпуска вкратце о главных темах. Каждая ее роль неповторима. В Казани простились с актрисой, народной артисткой России и Татарстана Нажибой Ихсановой. Какой она была, расскажет Вероника Гайнутдинова. Цены на бензин снова выросли. 50 копеек повышается. Что-то. А сколько сейчас? 92? Ох ты, 44. В чем причина? Разбирался Салават Мухаммадулян. Трудности перехода. Что по этому поводу думаете? Почему новый порядок техосмотра вызвал жалобы, узнал Дмитрий Аренин. Люди подписывали, и вот эти протокола, я так полагаю, вернее подписи, приложили к бюллетеню голосования. Как жители многоэтажки на Павлюхина пытаются сменить свою управляющую компанию, увидела Юлия Гоголева. Сотни людей пришли сегодня проститься с легендой татарского театра, народной артисткой России и Татарстана Нажибой Ихсановой. Она ушла из жизни на 84-м году. Более полувека на сцене. За это время она сыграла более сотни ролей, покорила зрителей глубиной характера и ярким темпераментом. Выпускница Щепкинского училища, лауреат госпремии Тукая, супруга и муза известного драматурга Туфана Минуллина. Какой она останется в памяти? Материал Вероники Гайнутдиновой. Она всегда знала, что рождена для сцены. Скромная деревенская девчонка из Азнакаевского района в 60-х поступает в Щепкинское училище в Москве. Свою жизнь она посвятила татарскому театру. В интервью Нажибай Ихсанова всегда говорила, что не может жить без сцены. Я люблю каждую свою роль. Я очень люблю сцену. Для меня очень важен момент встречи со зрителем. В каком бы состоянии я ни была, я иду играть. Меня сцена лечит. Старик из деревни Альдермыш, зятя Гаргари, голубая шаль. Больше 100 театральных работ. Героини Нажибы Ихсановой были всегда задорные и в то же время мудрые и с нелегкой судьбой. На протяжении 60 лет Нажибя ханым служила Татарстану, татарскому миру. Все эти годы она работала только в театре Камала. Она проживала каждую свою роль и через игру передавала свои мысли. Всегда энергичная и веселая, легкая, с прекрасным чувством юмора. Коллеги вспоминают, она и без особой подготовки могла на сцене сесть на шпагат. В родном театре ее называли яркой, острохарактерной актрисой с бурным темпераментом. Я считаю, на татарской сцене одна из великих актрис. Это действительно так, потому что она в любой своей роли никогда не повторима. 65 лет, как известно, вместе учились 5 лет и 60 лет работаем. Она была очень хорошая партнерша. Она любила импровизировать. Это не всякий артист умеет. На сцене талантливая актриса смогла создать семейный очаг для татарского драматурга Туфана Минуллина и была его музой. Он писал сценарии для супруги, вдохновлял и всегда поддерживал. Она своей искренностью, своей простотой, своей вот какой-то народностью, своей национальностью, я бы сказала, имела успех. И поэтому публика, зрители, татары, где бы ни были, даже за рубежом, вот из Финляндии татары тоже, очень любили ее. Коллеги и поклонники ее творчества вспоминают. Стоило ей появиться на сцене, как зал взрывался овациями. Я ее любила за то, что она была настоящей. Вот в молодости была такая же, как мы, молодая. Когда уже в зрелом возрасте она была такая же, как мы. Где бы мы ни встретили, она за 100 метров увидеть уже говорила: «О, Джадат, привет, как дела?» Вот за счет этого она всегда была своя. Нажибай Ихсанова была по-настоящему народной любимицей. Такой и останется в памяти. Вероника Гайнутдинова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Светлая память любимой актрисе навсегда сохранится в наших сердцах, говорится в правительственном некрологе. Нажибай Ихсанова была настоящим мастером сцены, впитавшим лучшие традиции татарской актерской школы.
Многогранное творчество выдающейся актрисы оставило неповторимый след в татарском театральном искусстве, став общенациональным достоянием. Некролог подписан Рустамом Минихановым, Ментимиром Шаймиевым, Фаридом Мухаммедшиным, Алексеем Песошиным, Азгатом Сафаровым и другими официальными лицами. В Арском районе обрушилась крыша начальной школы. ЧП произошло в селе Сюрда. Здесь же располагался и детский сад. Обошлось без пострадавших. В момент обрушения людей в здании не было. Школа 1970 года постройки. По предварительной версии, причиной обрушения стала ветхость кровли. Сейчас дети будут учиться в школе села Новый Кинер. Она находится в 4 километрах от деревни Сюрда. Прокуратура начала проверку по факту ЧП. Цены на бензин снова подросли, на этот раз плюс 10-20 копеек. В итоге с начала года стоимость топлива в розницу прибавила на некоторых заправках на пол-рубля. Если сравнивать с ценами ровно год назад, то литр 92-го подорожал более чем на 2 рубля. В этом году бьют рекорды и оптовые цены на бирже. На прошлой неделе правительство страны объявило об изменении цен и в формуле по их сдерживанию. Почему бензин дорожает, разбирался Салават Мухаммадуллин. Литр не меньше 40 рублей. Повышение цен на бензинах не будет. Потратить примерно 2000 рублей. Могли бы дешевле сделать. Песня старая, цены новая. Стоимость литра бензина на заправках продолжает расти. И вот уже, например, АИ-92 готовится штурмовать отметку в 45 рублей. В начале марта аналитики констатировали, что с января цена бензина в республике выросла на 25-30 копеек. Уже в середине марта к этим цифрам можно накинуть еще с десяток копеек. Вроде немного, но если раньше топливо дорожало каждые полгода, то сейчас каждый месяц. Плачевно, конечно, опять по карману бьет. Как реагировать? Все прибавляет. Конечно, бьет. Очень печально. Хотелось бы, чтобы бензин был пониже. 50 копеек повышается. Что-то. А сколько сейчас 92? Ох ты, 44. Владельцы небольших сетевых заправок разводят руками. И, по их словам, работают даже в убыток. Оптовые цены на топливо бьют рекорды. Представляете, да, 11 тысяч. Оптовая цена поднялась и 30 копеек, которые нам разрешили, а потом еще вот сейчас разрешили, по-моему, несколько дней назад до 44 рублей поднять. Нам дают возможность наценку 1 рубль. Мы этому рады. Дадут 2, и этому рады. Но когда в убыток, это совсем нехорошо. Причину повышения цен экономисты видят в мировых ценах на нефть. С начала года стоимость одного барреля выросла с $50 до 69. Рост почти 40%. Это вызвало дополнительное желание экспортировать и, соответственно, давление на внутренний рынок. Поэтому... Да, правительство, естественно, принимает меры немножко вдогонку. Как одно из решений, в правительстве на прошлой неделе сообщили об изменении параметров в формуле по сдерживанию цен на бензин. Оно подразумевает поддержку производителей в части поставки топлива на внутренний рынок. Могу сказать, не было, чтобы в зимние месяцы так повышались розничные цены. Когда вокруг, везде, во всех регионах цены повышаются, на бирже, которая Санкт-Петербург, биржа, там цены повышаются, республика ведь не может у себя держать. Правительство России ставит задачу удержать рост конечных розничных цен на заправках не выше годовой инфляции. Как раз для этого, по информации ТАСС, сегодня вице-премьер России Александр Новак проведет совещание с большими нефтяными компаниями. Салават Мухаммадуллин, Игорь Романов, ТНВ. Казань. Новшества вызывают нарекания. Татарстанские автовладельцы жалуются на большие очереди и долгое ожидание при техосмотре. Напомним, с марта этого года в России вступили в силу новые правила. Теперь получить диагностическую карту можно только в специализированных центрах. Почему техосмотр по-новому забуксовал и удастся ли его ускорить, выяснял Дмитрий Аренин. Сколько ждете? С 9 часов. Сколько? С 9 часов утра. Что по этому поводу думаете? Бардак. Такие возмущения сегодня днем звучали у пункта техосмотра компании «Таттехконтроль» на улице Тецовская. 2,5 часа стоим. Пока еще не знаю, но зайдет, наверное, сейчас. Долго это неприятно. Неприятно. Время
с утра с 9 часов, сейчас уже 13 часов, считайте. Поэтому уж быстрее бы хотелось, конечно. В минувшую субботу на очереди в этом месте и долгую процедуру при новых правилах появилась жалоба в соцсетях. Неделю не могу пройти осмотр авто, чтобы сделать страховку. Ввели новый закон, и теперь по нему на осмотре могут принять только 16 авто в день. Уменьшили станции осмотров по Татарстану с 32 до 4, улица Тецовская. Руководство Таттехконтроль признает, в первые недели работы по новым правилам были определенные трудности, что и замедлило работу. По поводу же информации в соцсетях уточняют, 16 авто в день примерно приходится только на одного специалиста, а их работает куда больше. В первой неделе ввода новшества операторов технического осмотра присутствовали трудности в работе нового программного обеспечения, что привело к замедлению предоставления услуг технического осмотра. В настоящее время имевшие место недостатки в основном устранены, что позволило перевести работу пункта технического осмотра в штатный режим. По новым правилам осмотр одного легкового автомобиля максимум должен занимать полчаса. На осмотр одного автобуса приходится примерно 72 минуты. Причем их принимают по предварительной записи, так как при этом теперь должны присутствовать инспекторы ГИБДД. Сегодня на Тецовской на осмотр как раз записалось много водителей автобусов. Получается, несколько специалистов заняты автобусами, а на их проверку времени уходит больше. С переходом на новые правила пунктов осмотра на самом деле стало меньше. Остались те, которые соответствуют определенным нормативам, например, по площади. На сегодняшний день в республике у нас 57 операторов технического осмотра, 104 пункта технических осмотров, которые готовы эту работу выполнить. Абсолютно неважно, где вы проживаете, где вы зарегистрированы, техосмотр вы можете пройти в любом субъекте абсолютно. Я уже не говорю о том, что в границах Республики Татарстан вы можете пройти техосмотр в любом муниципальном образовании. Как подчеркивают, все изменения направлены на то, чтобы прекратить фиктивную выдачу документов на рынке ТО. На кону безопасность дорожного движения и жизнь людей. Реформа прохождения процедуры технического осмотра призвана в первую очередь, конечно же, исключить факты прохождения без фактического его проведения. Не секрет, наверное, в сфере технического осмотра несколько лет назад была проведена, так скажем, некая либеральная реформа, которая привела к тому, что теперь диагностическую карту могут даже принести на дом. На переходный период предусмотрены послабления. Так, диагностические карты, срок действия которых истекает с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, продлены на 6 месяцев. Дмитрий Айрин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Начинается оттепель. Крыши домов становятся опасными. Сегодня мэр Челнов Наиль Магдеев потребовал от управляющих компаний полного контроля за состоянием крыш. Градоначальник отметил, наступил самый опасный период, который влечет за собой сход снега и падение сосулек. Управляющим компаниям города и района были даны указания начать работу по очистке крыш, чтобы не допустить чрезвычайных происшествий. Соответствующие ограждения должны быть, предупреждающие знаки должны быть. Очистка должна одновременно идти. Все мы знаем, как работать. Учить никого не нужно. Но выполняют ли все, вот это вопрос. «Без меня женили». Эту поговорку можно применить к жителям дома по улице Павлюхина. Они обратились в нашу программу с просьбой разобраться. Как говорят жители, без их ведома дом передали в управление товарищества собственников-нанимателей. Оно, в свою очередь, заключило договор с управляющей компанией «Город», от которой жители пытались уйти последние несколько лет. Юлия Гоголева выслушала все стороны конфликта. Вы, собственники, создали ТСН. Вы, не мы. Нет, подождите. Не иначе как невезучим свой дом жильцы этой многоэтажки на Павлюхина и не называют. 6 лет назад, после жалоб и пикетов дольщиков, небезызвестная компания «Фон» его все-таки достроила и передала в управление одной из управляющих компаний. С тех пор она несколько раз меняла свое название, но, как уверяют жители, ее руководство и ИНН были одни и те же. Последние 4 года домом управляет ООО «Управляющая компания «Город». Мы не выступаем, скажем так, против конкретной компании. Самое главное, за что мы боремся, чтобы у нас была прозрачность в начислениях, прозрачность освоения денежных средств, полученных от сдачи в аренду помещений. Претензий к работе управляющей компании много. Сначала встал вопрос об укладке второго слоя асфальта во дворе. Расходы собирались покрыть за счет жильцов. Зачем-то сделали ремонт в новом доме. ОДН за последний год вырос в 2 раза. Объяснений никто не дает. Есть, например, некоторые квартиры, по заявлениям которых батареи у них отключены, а счетом приходит 4000 рублей за тепло. Управляющая компания никаких комментариев по этому поводу не дает.
Осенью 2020-го жильцы провели собрание. 80% поддержали идею сменить управляющую компанию. Но когда с документами обратились в Госжилинспекцию, выяснилось, что с 9 ноября домом управляет некое ТСН – товарищество собственников-нанимателей. А его председатель – супруга дворника все той же управляющей компании «Город». Мы к ней поднимались несколько раз, дверь нам никто не открывал. Но однажды открыл ее муж, и он сказал, что она здесь не живет. Жители подозревают, что речь идет о подлоге документов. Они уверяют, собрание о смене управляющей компании не проводилось, а их подписи – подделка. Когда я посмотрела, что это за бумага, выяснилось, что, оказывается, я, значит, являюсь членом правления ТСЖ, хотя об этом меня никто не спрашивал. Жители обращались в прокуратуру, их перенаправили в Госжилинспекцию. Оттуда пришел следующий ответ. Полномочиями по ознакомлению собственников с протоколами, решениями общих собраний собственников, помещением в многоквартирном доме, представлению их копий, органы государственного жилищного надзора действием с доказательством не наделены. То есть они нам ничего не дали, ни протокол, вообще ни с чем ознакомиться. 12 марта на внеплановое собрание жильцов впервые пришел инженер-техник управляющей компании «Город» Константин Шахабалов. Все обвинения назвал необоснованными и подтвердил, домом действительно теперь управляют сами жители ТСН. И они сами якобы еще летом вышли к ним с этой инициативой. На данный момент мы передаем документы на управление домом ТСН. ТСН заключил договор с управляющей компанией «Город». Управляющая компания «Город». Давайте зачитаем. Вы можете к нам подойти. На вопрос, почему на собрании жильцов нет председателя товарищества, Константин Шахабалов заявил, что она в больнице. Но на собрании оказалась ее дочь, которая сообщила, что мама не в больнице и сама не рада новой должности. Она давно хотела уже отказаться, и просто ей предложили. Мы многим домам предлагали провести собрание. Если вы хотите самим больше участвовать в управлении дома, также снизить какие-то жилищные тарифы, вы можете создать ТСН и управлять домом. Вы, если, например, захотите одну управляющую компанию, выберите ее. Не захотите, возьмете другую. Когда есть такие спорные моменты по оформлению протокола, по каким-то датам, еще что-то, с чем они не согласны, соответственно, это необходимо идти в суд. И только после решения суда, если суд признает протокол общего собрания собственников недействительным, оно вступит в законную силу, и на основании этого будет вынесено решение ГЖИ. Как нам сообщили в жилинспекции, жители могут пойти и по другому пути. На общедомовом собрании выбрать нового председателя ТСН, которому будут доверять. Также они вправе заключить договор на обслуживание с другой компанией. В случае, если решатся оспаривать фиктивный, по их мнению, протокол, в суд придется прийти каждому из собственников квартир. Именно таким способом жители одной из казанских многоэтажек уже смогли сменить все ту же управляющую компанию «Город». Может быть, вы слышали, ЖК «Белая бабочка». Только через суд от них избавиться. Они просто как присоска присасываются, и сидят. Юлия Гоголева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Сегодня стали известны подробности инцидента с участием несовершеннолетних в Казани. Напомним, этой ночью компания молодых людей напала на водителя такси на улице Читаева в Казани. Шофер отказался везти клиентов из-за их неадекватного и нетрезвого состояния. Тогда один из молодых людей брызнул ему в лицо газовым баллончиком, после чего компания скрылась. В настоящее время все участники конфликта установлены и задержаны. По данному факту в отделе полиции Ямашевский управления МВД России по городу Казани проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. С родителями, чьи дети были задержаны после 10 часов вечера, проведут профилактическую беседу. Об этом сегодня сообщили в Управлении образования Казани. Согласно официальному сообщению, несовершеннолетние не принимали участие в конфликте. В Татарстане обеспечением безопасности детей в интернете займется инициативная группа. Об этом стало известно сегодня в общественной приемной партии «Единая Россия». Заместитель председателя Госсовета Татьяна Ларионова провела здесь дистанционный прием жителей. Первой к депутату обратилась Лариса Кузнецова, мать двоих детей из Казани. Она попросила ввести в школах курс по кибербезопасности. Татьяна Ларионова заявила, что данный вопрос является актуальным, и что в скором времени будет создана инициативная группа. В ее состав войдут депутаты, родители и педагоги. По статистике, каждый второй школьник до 14 лет ежедневно сталкивается с нежелательным контентом в соцсетях. Это сайты для взрослых, призывы к насилию и суициду и другие.
Если сегодня не заниматься профилактикой, если сегодня безопасностью в интернете действительно не обеспокоено наше население, наша родительская общественность, наше учительство, то, безусловно, можно ожидать более плачевных результатов. И тот звонок, который сегодня прозвучал, он свидетельствует о том, что наши родители обеспокоены. И как сегодня заявили в Общественной палате России, они готовы поддержать инициативу из Татарстана по обеспечению безопасности детей в интернете. Образовательные программы необходимы по фейкам, по основам безопасного поведения в сети. И если республика, знаменитая своими передовыми IT-технологиями, IT-решениями, знаменитая своей волей в целом ряде вопросов, будет к этому готова при поддержке, как я понимаю, и республиканского отделения партии «Единая Россия», Общественная палата России готова в этом участвовать. Сегодня в Москве Фарид Мухаммедшин принял участие в заседании Федерального оргкомитета по проведению праймерис. Единороссы обсудили оргвопросы, а также требования к кандидатам для выдвижения в депутаты Госдумы от партии. Оргкомитеты уже созданы во всех регионах страны. Почти половина они являются членами «Единой России». Ранее Фарид Мухаммедшин отмечал участие представителей общественности и волонтеров в праймерис. Это повысит доверие к предварительному голосованию. Почему зеленый полуфинал «Востока» вновь подарит лучшее шоу в КХЛ? И сколько матчей понадобится Акбарсу и Салавату, чтобы выявить сильнейшего? Все прогнозы читайте в интернет-газете «Реальное время». Сотрудники Нижнекамской ТЭЦ, филиала компании ТГК-16, заключили коллективный договор на 2021 год. Что даст этот документ? Об этом далее. Квалифицированный, уверенный в завтрашнем дне персонал – главный стратегический ресурс современного предприятия. Эта мысль подчеркивалась в ходе конференции, которая состоялась на минувшей неделе в одном из филиалов компании ТГК-16 Нижнекамской ТЭЦ ПТК-1. Коллективный договор ТГК-16, двух филиалов ТГК-16, и в частности Нижнекамской ТЭЦ ПТК-1 – это уже устоявшийся документ, который прошел свою проверку десятилетиями. Он во многом уточняет, конкретизирует все льготы, гарантии, компенсации, предусмотренные и трудовым законодательством, и в отдельных направлениях он эти льготы, гарантии, компенсации расширяет. Соблюдение трудовых отношений, оплата труда, организация рабочего времени и отдыха – эти и другие вопросы обсудили участники конференции. А несмотря на то, что произошел спад в экономике, мы нигде не снизили свои предложения. Это достаточно сложно и достаточно много сделано для рабочего коллектива. В завершении конференции делегаты подписали новый коллективный договор на 2021 год. Все обязательства, гарантии и льготы сохранены. 9 человек будут претендовать в этом году на получение государственной премии имени Габдуллы Тукая. К такому решению пришла комиссия при президенте республики, обсудив все представленные произведения и творческие работы. Итак, претендентами стали писатели Факил Сафин и Марат Амирханов, детский автор Лябиб Лерон, Мансур Гилязов за творчество в области театра и кино, актриса Камаловского театра Дания Нурулина, архитектор Фердавес Ханов, художники Мадияр Хазиев и Григорий Идинов, живописец Рушан Шамсудинов. Великий пост начался для православных христиан. Верующих поздравил Рустам Минниханов на своей странице в Инстаграм. Всех православных с началом Великого поста, обращается президент Татарстана. Он продлится до 1 мая, Великой субботы, предшествующей Пасхе. В пост нельзя употреблять мясо, молоко, яйца, выпечку и ряд других продуктов. В Свияжске прошла традиционная масленица. Для гостей острова Града готовили настоящие сказочные блюда – кашу из топора. Желающие пробовали себя в богатырских состязаниях, а любители музыки учились играть на балалайке. Звучит гармонь, значит, жди весны. На Масленице в Свияжске это всегда срабатывает. Раз в год тысячи людей съезжаются сюда, чтобы по-особому проводить зиму. С песнями, плясками, забавами. Мы из Казани. Просто приехали провести приятное время, потому что уже надоело в городе эта пандемия. И собрались, приехали. Какая масленица без блинов? В Свияжске их не просто готовят, но и слагают о них песни. Напеките-ка блинов, чтобы были пышные. Нынче масляную неделю, можно съесть и лишнего.
все нравится, все вкусно, очень весело. А вот это блюдо лишним точно не будет. Впервые ее готовят на Масленицу по тому самому классическому рецепту: из воды до наваристого топора. Остальное по вкусу. Ну и совсем малость крупы, приправ и мяска. После такой богатырской еды самое время для богатырских забав: битве на мешках, поднятие тяжестей, стрельбе из лука, метание топора. А для любителей музыки мастер-классы игры на народных инструментах. Люди приходили, и можно было легко научиться на балалайке играть. Не заорганизованный официальный праздник, а действительно народный, где мы сами себя веселим. Есть для этого условия, и люди просто соскучились за зиму сидеть по домам и хотят, чтобы скорее пришла весна. Песни, пляски, забавы и игры. Масленица в Свияжске вновь удивляла разнообразием. Блинные понравились, гречка была, давали, очень понравилось. И все игрища, все вот эти вот развлечения вообще понравилось. Я давно мечтала попасть на остров Град Свияжск. Всю мою жизнь, мне очень много лет. И первый раз в жизни я на Масленице здесь. Вы не представляете, это какое удовольствие. А провожали зиму по традиции огнем, но не простым костром, а настоящим фаер-шоу. Рамиль Шайдуллин, Илья Кашфарова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Свияжск. Пока на этом все. Всего вам доброго. Здравствуйте! Первые 2 недели календарной весны позади, но пейзаж за окном совсем не весенний. О погоде на 16 марта чуть позже. Не откладывайте заказ в вашей новой кухне. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца марта доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево стало теплее и осадки прекратились. Около 4 мороза. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге преимущественно без осадков. Пока температура минусовая 2 градуса. Небольшой минус в Агрызе, в Менделеевске, Актаныше. Облачность сохраняется, но без снега. На дорогах гололедица и снежные заносы. Будьте предельно внимательны. Небольшой мороз и небольшой снег синоптики обещают и в Арске, в Кукмаре, Балтасе. Ветер порывистый. Это может доставить дискомфорт. На юго-западе, в Болгаре, Држаном, Буинске будет облачно, но без осадков. Температура повысится до +1. Ждут весну жители Альметьевска, Чистополя, Мамадыше. Пока облачно, без осадков, небольшой мороз -2. Прошедшая зима была богата на осадки. Несмотря на потепление, снега меньше не стало. В среду вновь ожидается снег. Банкетный зал «Тантана» – это уникальное пространство для проведения ваших мероприятий. Никахи, юбилеи и бизнес-встречи пройдут в атмосфере красоты и уюта. Блюда в лучших традициях татарской кухни не оставят равнодушными вас и ваших гостей. Тантана. Казанның өр-яңа мәҗлесханәләре, тәмле хәләл ризыклар, милли ашлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. Во вторник в Казани переменная облачность без осадков. Ночью -4, днем 1 градус ниже нуля. Ветер южный, порывистый. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.